В этом году местная клубника окончательно захватила местный рынок, а дюбжинская клубника вытеснила все ягоды и фрукты. Работа здесь, конечно, нелегкая, но очень вкусная. Были специалисты, считавшие, что абхазский субтропический климат клубники не подходит, но нашлись предприниматели, которые не только продумали бизнес-проект по выращиванию клубники, но и реализовать его. Во всем мире этот бизнес выгодный, но в Абхазии до недавнего времени он не был широко распространен. После 5 лет экспериментов специалистам удалось определить сорт, который максимально подходит к абхазским климатическим условиям. Сорт клубники пилотного проекта землянично-клубничных полей не разглашался, так как именно этот сорт принял климатические условия нашей страны, а конкретно почву в селе Адзюбжа. Сегодня для абхазского телевидения раскрыли название этой сладости – Адзюбжинская Санта-Мария. Смело можно сказать, что адзюбжинская клубника на сегодняшний день – монополист на местном рынке. Конечно, клубнику выращивают не только они, но плантаций таких объемов в Абхазии пока нет. Красиво, вкусно, полезно. С первого взгляда кажется, что все очень легко и проблем с таким бизнесом нет. А на деле оказалось, что все не так-то и просто. Вот здесь уже затрачено. Вот это поля, то, что видите, их корчевка, привести в порядок, закупить технику. Еще помимо этого, еще у них поля есть. Еще поля есть, где обрабатываются другие культуры. На это затрачено не 1, не 2, не 10 миллионов, несколько сот миллионов уже затрачено. Из них, из той суммы, которую называю, государство в течение 3 лет кое-как проплатило 6 миллионов, хотя обещала она намного больше. Эта культура достаточно требовательна к климату, почве, удобрениям, уходу и особенно к технологиям сбора и хранения. Малейшее упущение хотя бы по одному параметру грозят серьезными убытками. Сбор урожая не успел начаться, а клубнику некуда деть. Именно так говорят сотрудники компании. Вот продукция, вы видите, что с этой продукцией, куда его девать? Уже инвесторы от нас отходят уже. Они видят, что способны произвести, способны работать, развивать дальше масштабно, более и более расширять, но движения дальнейшего нету. А вы покажите мне вот в нашей стране вот так масштабно, чтобы занимались сельским хозяйством, своими силами в основном, и чтобы клубника на такой площади росла. Видите, сколько пустых земель. Эти земли тоже сегодня были использованы под клубнику, под другую культуру. Но нет гарантии, что мы можем его провести, можем реализовать, значит, на территории России. В прошлом году ягодный рай в 10 гектаров весь сезон вплоть до осени работал только на местный рынок. Клубника стала узнаваема. По словам сотрудников, в новом сезоне урожай богатый, но реализовать такие масштабы за пределы Абхазии нелегко. Вы видите сами продукцию и видите, сколько на поле этой продукции. Его надо реализовать. Мы способны, значит, цены скинуть для местных покупателей, для наших граждан, но такое количество надо вывозить за границу, на Русь хотя бы. А как его вывозить? Когда там преграда работников таможни, откровенно вот так я скажу. Почему? Потому что такие вопросы решаются на государственном уровне. Государство должно договариваться и не должно быть препятствий. Самое главное препятствие сегодня для нас – это граница. Чтобы провести, за каждый килограмм надо платить от 50 до 60 рублей. Это то, что производитель ждет, чтобы заработать что-то. А это приходится оставлять на границе. Запущенный группой молодых людей бизнес-проект позволил создать более 200 рабочих мест. Ежедневный заработок работников компании составляет 1500 рублей. Как утверждают сотрудники, если этот бизнес не будет поддержан на государственном уровне, весь проделанный нелегкий путь окажется напрасным. То, что видите вы здесь, еще большую часть вы не увидели там другими культурами. Занимаемся мы еще овощеводством, бахчой, как я уже говорил. Общая сумма поступления, если мы это нормально, с умом, с головой реализуем государственную структуру рядом с нами, мы можем заработать не 1 миллион, не 2 миллиона, несколько миллиардов. И 10% от того, что мы реализуем, поступит же сюда в государственную казну. Это будет несколько сот миллионов. Это плохо или хорошо?
Я думаю, что это очень даже хорошо. Рабочие, которые работают здесь, ведь это местные все жители и из близлежащих сел. Мы государственную проблему тоже решаем. Этих людей, эти люди уже не смотрят, не ищут где-то работу. У них постоянно работа здесь есть. Где сегодня, какая организация может заплатить в день 1500 рублей? Я думаю, таких организаций раз-два и обчелся, или если вообще найдем. Здесь они получают. Потому люди сюда рвутся, сюда работают. Но как мы можем этим людям оплачивать все время, если мы свою продукцию не можем реализовать? Чтобы пойти по ягоды, придется встать пораньше, говорят работники клубничной плантации. Дело в том, что ягода созревает ночью, если ее не собрать с утра, она просто испортится. Выдерживает нагрузки, выдерживает эти лучи. Здесь не простой салафан, вы видите, это другой салафан. Такого салафана нету в Абхазии и нигде в России. Это везется именно из Греции. Здесь есть много технологий, которые не знают. Я могу все вам рассказать, но клубнику 30 лет будем работать вместе, и мы ее не изучим, потому что это живой организм, как и наш. Поэтому я подхожу к ней с такой любовью, с такой дружбой. Все люди вам могут рабочие сказать, потому что здесь, если работаем только с любовью, с дружбой. Поэтому будет цветение, поэтому будут плоды, поэтому у нас это все произошло, и все говорят, почему она такая вкусная, почему она так пахнет? Я говорю, я создал этот сорт вместе с моим компаньоном для того, чтобы подарить Абхазии. Можно сделать 1000 гектарами. Только у нас проблема таможни. Проблема там, проблема там. Вкус будет лучше. Я сделаю. В этом я мастер. Я сделаю, будет вкус. На территории фирмы установлен холодильник. В него вмещается не более 200 килограмм свежесобранной клубники. Как отмечают сотрудники, этого недостаточно. Ягода быстро портится, и ее приходится выкидывать, тем самым работать себе в убыток. Своими силами сотрудники уже строят новую холодильную комнату, которая будет вмещать до 40 тонн. Бизнес-план у предпринимателей серьезный. Расширение площадей и ассортимента сельхозпродукции. В первую очередь они намерены работать на внутренний рынок. За этим стоят вот эти энтузиасты, которые вот здесь вот рядом с вами стоят, которых вы видите вокруг себя, в ожидании того, что что-то улучшится, что-то произойдет, что-то изменится в лучшую сторону. Если этого не будет, если это не будет решаться на государственном уровне, все это, как говорится, мыльный пузырь. Мы напрасно говорим, напрасно требуем, напрасно надеемся. Главная проблема – граница. Главная проблема – поддержка государства. Государство должно быть заинтересовано в этом больше, чем я, по крайней мере, не в меньшей степени. Тогда у нас пойдет работа. Долгих 5 лет нужный сорт для Абхазии искал именно Георгий Алхазов. 2 года ничего не сажали. Жарили почву, сжигали траву на солнце, днем и ночью регистрировали температуру воздуха и другие показатели климата. Сейчас, глядя на теплицы, сложно представить, что на их месте был непроходимый лес. Но даже столкнувшись со столь серьезными преградами, сотрудники не унывают и продолжают работать, не покладая рук. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.